О боевых буднях Баширу Катиеву, подполковнику-ветерану военной службы органов безопасности, вспоминать тяжело. Сегодня именно ему выпала роль главного спикера на уроке мужества. В числе тех, о ком он рассказывает, и герои современности, и те, кто получил это почетное звание в рядах царской армии во времена Первой и Второй мировой войн. Мы добровольно дали присягу, и здесь мы как раз памятное место есть, где мы дали присягу России, что на верность и службы. Поэтому мы шли и воевать, и служить за свое Отечество, за свое будущее. На внеклассном часе рассказывают биографию героя России Сулумбека Асканова, Рашида Ахриева, первого ингушского летчика и многих других отважных сынов народа. Благодаря нашим предкам, отцам, дедам, мы сегодня живем, как сказать, под мирным небом. У нас самолеты не летают, нас, к счастью, не бомбят никто. И, как сказать, государство заботится о своем подрастающем поколении, то есть вот о вас, дает вам возможность учиться, работать, как сказать, свои мечты воплощать в жизнь. Поэтому мы, как сказать, надо помнить свою историю, надо знать свою историю, потому что молодежь, которая не помнит свою историю, это уже, как сказать, неправильно. Юсуп Богатырев учится в 8 классе. Так же, как и другие, мальчик рассказывает о своем родственнике, участнике Великой Отечественной войны, с гордостью. Мой двоюродный дедушка Богатырев Лохан Татриевич в 1941 году ушел добровольцем на фронт и погиб героической смертью, защищая свою страну. И он является для меня примером. Тема не новая, но ребята слушают спикеров с интересом. Патриотическая акция проходит под эгидой управления ФСБ по Ингушетии и пограничного управления. В числе спикеров ветераны этих ведомств, отдавшие больше половины своей жизни работе. Настроить молодое поколение, ребят, на правильный лад, чтобы они избрали правильную стезю, как сейчас говорят, направление, выпускники. Им надо определиться, им надо что-то принять, какое-то важное решение, посоветоваться, конечно, с родителями, с родственниками. Школа дает направление, естественно, очень большую роль в этом. Один из воспитательных моментов – это вот наше мероприятие школы. Мы всегда будем поддерживать эти инициативы в школах, чтобы это наше поколение, они заменят нас на рабочих местах. Примеров для подражания среди героев Отечества у современной молодежи довольно много. Многие школьники, как выяснилось, хотят посвятить себя медицине, как это сделала когда-то легендарная горянка Асят Тутаева. Диана Мархиева убеждена, подвиг этой храброй женщины еще раз доказывает, что профессия врача – одна из самых ответственных. Я с детства хотела стать врачом, чтобы помогать людям, чтобы лечить их и приносить радость им. Ведь счастлив человек может быть только когда он абсолютно здоров. Поэтому мне бы хотелось привносить в их жизнь эту важную вещь. Подобные уроки планируют проводить до наступления Дня Великой Победы. Цель одна – показать и рассказать школьникам, ценой каких усилий наши земляки добились благополучия для всей Родины. Хава Гагиева, Асхат Белакиев, Новости 24.